Кино. Искусство, которое стало культовым для многих поколений. Сейчас сложно представить субботний вечер без просмотра какого-нибудь хорошего фильма. Но раньше это не было таким распространенным искусством. И первый кинопоказ произошел в 1985 году братьями Люмьер. Их показ «Прибытие поезда на станцию» шокировал очень многих. Все поскакивали со своих стульев и пытались убежать, чтобы не получить травм. Настолько это зрелище было невероятным. Какой фильм вам больше всего понравился, запомнился, и что вы из него для себя взяли? Мне очень нравится фильм «Девчата». Очень такой позитивный фильм. Девушки там очень такие, как бы невинные, наивные, очень чистые. И сами люди. Вот фильм такой позитивный, немножко даже, наверное, комедийный он такой. И мы его даже с моими детьми смотрели один раз. И даже им понравились, хотя они небольшие по возрасту еще. Такой очень позитивный фильм. Можно пересмотреть и пересматривать. Ну, старые фильмы всегда были очень душевными. Здравствуйте. Есть кино, которое вам очень нравится? Ну вот, это «Тайны следствия». России, «Тайны России». Документальные фильмы? Да. А чем они вам так нравятся? Ну, все мистическое нравится. Что связано с этим. Показывают, потому что там все, что как бы мы не видим, мы живем в одном месте, а показывают как бы в других местах, что там творится. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас есть фильмы, которые вам нравятся? Есть, почему нет? Есть, конечно. Это можно узнать, какие? «Бриллиантовая рука», например. «Джентльмены удачи». Вот эти вот старые. Старые душевные фильмы. Да, душевные, интересно смотреть. Можно пересматривать их несколько раз. Наверное. Есть какие-то самые запоминающиеся моменты, которые вам нравятся? Ну, когда, например, Миронов пел песню про зайцев, ее тоже смотреть можно. Вот. «Чёрт побери, когда падал он». Когда «Чёрт побери, когда падал». Вот так вот. Ну, что еще? «Но погоди» могу смотреть. Как Зайцев полночь косили. Да, вот это и тоже. тихонько напевали странные слова. Ну, да, а нам все равно. Естественно, любимые фильмы есть у меня. С детства люблю фильм «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи. «Весна на Заречной улице». Потом как... Не помню. «Голуби» там. «Любовь и голуби»? «Любовь и голуби». О, «Любовь и голуби». Наша самая любимая комедия. Да. Скажите, а чем они вам так нравятся? Ну, там, как сказать, крепкая любовь. «Крепкая любовь». И опять же тема любви. И старые наши отечественные советские фильмы очень нравятся. А что вы для себя из них взяли? Наверное, «Как правильно жить». Как правильно жить? Да. Ну, в наше время это очень правильно. Мало кто знает, как правильно жить. А какие фильмы вам нравятся? Мне нравятся фильмы, где снимается Никулин. Снимался. «Бриллиантовая рука», «Как раз пленница», там «Самогонщики». Вот, много их. Это прекрасные фильмы. Старые фильмы, да. А что вот есть моменты, которые вам больше всего понравились, которые вас больше всего зацепили? Ну, там все фильмы, там оформлены такие красивые. Да. Я уже забыл там. Ну, Практически все фильмы разобрали на афоризмы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое кино вам нравится? Триллеры, детективы. Триллеры? А что вам в них больше всего привлекает? Ну, сюжет. Сюжет? Да. Что-нибудь страшное? Пощекотать нервы? Ну, не страшное, а расследование преступлений всяких. Какие фильмы вы смотрите? Какие вам больше всего нравятся? Хорошие. Иногда бывает, что они очень хорошие. Ну, до конца не досмотришь просто и все. Но наиболее понравившийся вам фильм какой? Вспомнил. Недавно на Ютубе смотрел хороший фильм, документальный. «Мечты Дзиро о суши». И чем он вам запомнился? Ну, интересно просто. Сюжет хороший. Какие фильмы вы смотрите? Я люблю фильмы в жанре драма. Ну, или мелодрама, да. А есть запоминающиеся фильмы, которые вы смотрели? Да, конечно. Вот, допустим, «Один прекрасный день». Сэн Хэтэуэй очень нравится.
особенно концовка. Просто я не очень люблю хэппи-энды, ну, поэтому 500 дней лета очень, скажем так, в свое время помог мне переосмыслить отношения между мужчиной и женщиной. То, что как бы не слишком в жизни не стоит драматизировать, скажем так, там, расставание и так далее. То есть как-то спокойно к этому относиться. Ну, это очень хорошие фильмы. Отличные, да. Кино не умрет никогда. Будем надеяться, что кинокомпании будут радовать нас все новыми и новыми фильмами. И вы сможете найти тот, о котором скажете: это мой самый любимый.